Добрый день, уважаемый Петр Павлович, уважаемые покровчане, уважаемые земляки, дорогие наши гости. Я от имени администрации муниципального района Хангаласский Улус и от тебя лично сердечно вас поздравляю с этим знаменательным днем, с возвращением исконно исторического названия Хангаласского Улуса и с открытием бульвара. Ровно 31 год назад наши депутаты районного совета приняли решение о возвращении исконно исторического названия Хангалас. Хангалас Улуга, Хангаласский Улус. Да? До этого мы все прекрасно знаем, что Хангаласский Улус был Орджоникидзевским районом, потом возвращен исконно историческое название. Вот поэтому Хангаласский Улус мы отмечаем 2 раза в год День Хангаласского Улуса. Это в феврале месяце день. Многие говорят, что это день распада Хангаласского Улуса, да? Многие говорят день образования нового Хангаласского Улуса. И мы еще вот здесь, вот в октябре месяце, 16 числа, отмечаем день исконно исторического названия нашего родного Хангаласского Улуса. Ну что я хочу отметить-то, уважаемые земляки, вот открытие бульвара, вот такой исторический случай. Не каждый день мы и в городе Якутске, и вообще в республике такие объекты открываем. Вот только я уточнил у главного архитектора республики Саха-Якутии Любовь Александровны, также нашей землячки Ирины Дмитриевны. Такие проекты, 2 больших проекта открыты только в республике в 2 городах. Это в городе Нюрбе и в городе Покровске. Давайте так, что поздравим наших всех земляков, также участников реализации данного проекта. Я пожелаю, чтобы такие проекты реализовывались не только вот в городе Покровске и в других поселениях Хангаласского Улуса. Но я думаю, что в ближайшем будущем еще город Покровск, еще будут реализованы дальнейшие проекты, как вот строительство сельхозрынка. Здесь еще по проекту мы должны построить Ямщицкий двор имени памяти Анатолия Анатольевича Добрянцева. Также еще мы сегодня с Петром Павловичем поговорили об открытии площади Николаева в памяти нашего уважаемого видного государственного деятеля, первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Я думаю, что все эти проекты в ближайшем будущем с помощью вас будут реализованы здесь, в городе Покровске. Сонан у вас таулах бидек дулахтарым бары билге түмсен сомоғылыған бұл инникетін Покровске көрітері болбаққа опсай Хангалас Улуға сайдарын туғар бары билге сомоғылыған үлелехейнден оннаттан Тургурдун, Хангалас, Тургурдун, Сахасера, Тургурдун, Россия. Баргите барга махтал. Добрый день, уважаемые земляки, уважаемые гости. Разрешите всех от имени администрации города поздравить с замечательным днем придания истинного названия нашему району, исконного названия. И, конечно, в рамках этих торжеств у нас так совпало, что в этот солнечный день мы открываем еще один проект. Общественное пространство, благоустроенный бульвар города Покровска. Ну, покровчане все знаете, что здесь было. Тут были ветхие аварийные дома, и поэтому можно сказать, что произошла синхронизация 2 национальных проектов. Люди переселились по программе переселения из ветхого аварийного жилья, и вот по национальному проекту формирования комфортной городской среды у нас город Покровск стал в 2020 году победителем, в 2021 году победителем всероссийского конкурса. И, конечно, большие слова благодарности я хочу выразить управлению архитектуры и градостроительства при главе республики, ее руководителю Ирине Дмитриевне, Любови Александровне, всем ее сотрудникам, конечно, проектной организации. Это у нас была наша землячка Катя Терешкина и Прокопий Рожин. Прокопий Рожин, особо хочу остановиться на нем. Он также проектировал в числе команды проекта набережной, нашей уже любимого места, нашего самого популярного. Ну и сегодняшний наш проект, он как логическое завершение этого пространства
Он объединяет две основные улицы нашего города, братьев Ксенофонтовых, Орджоникидзе. Также он сливается с нашей набережной. Здесь открылся прекрасный вид с нашей администрации города. Ну и, конечно, проход, уже благоустроенный бульвар, и можно пройти на нашу набережную. Я большую благодарность также выражаю всем жителям, которые участвовали в вопросах, которые поверили действительно нам, команде, которая выполняла проект, администрации города, которые высказали все свои пожелания. Я думаю, это место каждый покровчанин, каждый гость найдет что-то свое. Большое спасибо нашим подрядчикам. Это Промстрой, это МАО «Городская среда». Ну, конечно, большое спасибо также своим специалистам хочу выразить. Специалисты, архитектор Евгений Николаевич, заместитель Алексей Семенович Савинов, Елисей Павлович. Ну и все, кто доложил усилия. Спасибо большое. И теперь я, конечно, хочу, чтобы в это общественное пространство было постоянно в движении, постоянно здесь что-то происходило. И поэтому прошу эксплуатирующую организацию в лице директора Андреева Сергея Степановича взяться за это дело. Также здесь будут представлены различные, павильон теплый, с автономным отоплением, с водоотведением. Так что здесь будут общественное питание, сувенирная продукция, и такие сопутствующие услуги, да? Ну, вообще, конечно, мы, покровчане и администрация, уже многие годы хотим продвигать такую концепцию, чтобы наш город стал отправной туристической точкой Хангаласского района. И поэтому это общественное пространство, я думаю, еще повысит привлекательность для туризма, для предпринимательства, ну и, конечно, для отдыха всех покровчан. Всем желаю крепкого здоровья, счастья и мира. Үтө күн болуун, күндү Покровская локтоктора, бирде дулактарым, ититик стенек, илтименатыттан, бачакаре, көстүдах, тупсага көрүлөк, бульвар ахылдыктан, аддалибин көңүлдер. Дорогие земляки, уважаемые покровчане, гости, руководство города, Улуса, сегодня интересный, хороший день, солнце светит, и мы с удовольствием открываем бульвар. Бульвар, который построен в рамках федеральной программы, в рамках нашей республиканской программы. И вот сейчас мы с Ириной Дмитриевной обменялись мнением, что если федеральные программы, республиканские программы работают на то, чтобы наши города, села преображались, то нам, как говорится, тем, кто живет, флаг в руки с тем, чтобы мы озеленяли и украшали свой город, свои населенные пункты. Сегодня я побывал в Махцагалохе, там тоже интересное такое хорошее место, общественное пространство сделали, да? С махцагаловскими разговаривали, они задали вопрос, а как мы будем озеленять? Поэтому в процессе летних наших встреч с Сергеем Геннадьевичем Гребневым мы взяли на себя ответственность с тем, чтобы поработать с Институтом сельского хозяйства по приобретению у них саженцев, ну и, как говорится, высаживать на наших улицах, в наших палисадниках и в наших бульварах. Город Покровск имеет хорошие исторические корни, расположен на прекрасном берегу реки Лены. Мы с удовольствием любуемся его красотами, и гости к нам приезжают. Но у гостей иногда бывают замечания, почему город не хорошеет. Я говорю, как, вот мы бульвар построили, вот набережную построили, а гости хотят, чтобы раз и по волшебству у нас все было красиво и хорошо. Когда человек живет, облагораживает свою территорию, конечно же, и жизнь налаживается. Я желаю, чтобы Покровск развивался, дома строятся, улицы, бульвары, дети растут, чтобы здоровыми мы все были, чтобы, как сказал глава Улуса, в мире и в ладу работали все вместе, ну и созидали. Я желаю, чтобы все мы были счастливыми, чтобы история Хангаласского Улуса, издревле называемым хангаласским родом, да, развивалась. На нас смотрят,
от нас ждут, на нас равняются. Агаластарга, уруй! 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 Айхал! Праздником! Спасибо. Очень неожиданно. Не думал, что меня заметят. Я вообще отсюда с семьей выехал в Вилюйский Улус 41 лет назад, будучи председателем Покровского поселкового совета народных депутатов. Мы, вот наше поколение, это те, которые начали здесь не только по Покровску, а в целом по Орджоникидзевскому в те времена району поспособствовали активному началу индустриализации, промышленного освоения и в том числе, естественно, строительного производства. В 1971 году здесь было настоящее село. 1-2 таких маленьких было каменное сооружение, а потом, значит, с 1971 года под руководством наших в то время очень предприимчивых, активных руководителей района Павел Павлович Ивасев, первый секретарь, Александр Михайлович Ягнышев, тоже первый секретарь после Павла Павловича. Ну и руководители исполнительного органа районной власти Ефим Николаевич Васильев, ваш самый знаменитый во всех отношениях земляк по всей республике. Ну и Зоя Васильевна Решетникова. При их активной работе был разработан гениальный план значит, поселка Покровск. Я в то время работал архитектором района. И после этого, как центр стройиндустрии нашей республики, благодаря строительному комплексу, симзаводу, Покровскому заводу стройматериалов, арболитовому цеху и Бестяжскому заводу железобетонных изделий, было создано объединение Якутский комбинат стройматериалов. То есть, значит, у нас все возможности были, и где-то, ну, скажем, за счет этих организаций здесь работа очень сильно проводилась. Но я все рассказывать не буду. Я вот активный участник и организатор всех этих дел. И благодарю, что вы как-то не забыли, пригласили принять участие на таком знаменательном событии облагораживании районного центра теперь Хангаласского улуса. Покровск хорошеет из года в год, под бульвар. Вот мы как-то, я был тоже участником приемки. Вот, я тоже по приглашению городского совета, городской администрации принимал участие. В объект, который, значит, вынашивался в наших идеях с 1973 года. То есть вот такие дела, вот как Афанасий Семенович сегодня говорил, все сразу не делается. Вот 50 с лишним лет задумка была, и я очень рад, что наконец-то при моей жизни вот бульвар, значит, это набережная, хотя частично она реализована, теперь, значит, бульвар, и мне кажется, вообще время пришло на родине первого президента нашего Михаила Ефимовича Николаева вообще создать историко-этнографический центр. Улусовцы делают, мы свою историю должны знать, очень богатая история, поэтому покровчане, ну и руководство, я думаю, возьмет на заметку с тем, чтобы наш, значит, Покровск нисколько не хуже был других населенных пунктов нашей республики. Поэтому я очень рад, еще раз, покровчане, земляки мои, дорогие, поздравляю, успехов вам и дальнейшего вам развития. Спасибо. Добрый день, Петр Павлович, жители города Покровска. Позвольте поздравить вас с открытием еще одного общественного пространства
с открытием бульвара. Город Покровск является один из самых активных участников федеральной программы «Комфортная городская среда», участником конкурса. И мы сегодня уже находимся не на самом первом объекте общественного пространства. Я очень хочу вспомнить, конечно, тут уже вспоминали, что здесь участвовали молодые архитекторы, Прокопий Рожин, также Екатерина Конникова. Это молодые архитекторы, и очень радостно, что они разрабатывали концепцию этого бульвара, и радостно, что именно наши проекты по республике разрабатывают архитекторы молодые, именно наши, которые работают здесь, которые учились здесь, которые проживают на территории республики. Поэтому нужно тоже отметить их работу. Я хотела бы также пожелать, чтобы сегодняшнее событие, оно было не последнее. Петр Павлович, сейчас перед вами стоит очень важная задача, да, это наполнение бульвара и вашей набережной и других объектов, которые у вас есть на территории, наполнением, именно сценарием для нашего населения, чтобы наши общественные пространства становились живыми. А живыми они становятся благодаря вам, то есть вам, людям, которые здесь, жителям города, которые здесь находятся. И чтобы вы здесь себя чувствовали комфортно и уютно, это вот задача нашего муниципалитета, который должен разрабатывать вот такие вот мероприятия. Поэтому еще раз хочу поздравить вас с праздником, с открытием бульвара. Спасибо. Спасибо, Любовь. Үйде күннен күнді бірдей дулақтырым, Покровский город Олақтақтара. Добрый день, уважаемые покровчане, уважаемые земляки, дорогие ветераны, гости и приглашенные. От имени депутатов районного совета нашего Улуса и от себя лично тепло и сердечно поздравляю вас с этим прекрасным праздником, с днем возвращения исконно исторического названия нашего родного Хангаласского Улуса и открытием еще одного общественного пространства, прекрасного бульвара в городе Покровске. Отрадно, что именно и символично, что сегодня в этот день образования Хангаласского Улуса открываем вот этот прекрасный бульвар, который выходит на нашу прекрасную набережную и на нашу великую реку Лену, и который соединяет две главные наши улицы, братьев Синофонтовых и улицу Орджоникидзе. Здесь именно вот пешеходные, я думаю, все наши гости, все мы знаем, что наш Улус является сейчас туристическим, не только со всей нашей республики, но и из России, из зарубежья приезжают. И то, что строятся такие, проектируются и строятся такие решения, такие общественные пространства, это просто радует. И в том числе наших жителей Улуса. Этот день я еще хочу поздравить с нашим, еще раз, образованием нашего Улуса. Вот если немножко истории, то в 90-е годы ознаменован не только глобальными общественно-политическими изменениями в стране, но и осознанием исторического осознания общества. Наш Улус не стал исключением. В 92 году здесь проходили в коллективах, в организациях, во всех населенных пунктах проходили обсуждения по этому поводу. И районный совет депутатов 9-го созыва принял решение вернуть исконное историческое название нашего Улуса Хангаласский Улус. И вышел с этим предложением Верховный Совет Республики Саха-Якутия. И 16 октября вышло постановление Верховного Совета Республики, чтобы вернуть справедливое исконное историческое название Хангаласский Улус. Уже выросло новое поколение, и они должны, я считаю, во благо Улуса работать и славить наш Улус, помнить прошлое, жить настоящим и развивать будущее. Уважаемые земляки, еще раз поздравляю вас с прекрасным праздником, нашему Улусу развития и процветания,
А всем вам стабильности, чистого неба над головой, благополучия, мира и добра. Спасибо. Дорогие покровчане, от всей души поздравляю вас действительно с таким замечательным объектом. Есть где гулять, Покровск становится все краше, все благоустроеннее. Конечно же, тут плохо выступать последние, коллеги все уже сказали, повторяться смысла нету. Но мы, как депутаты, мы же идем от народа, и я хочу сказать, что мы должны действительно очень активно участвовать во всех наших мероприятиях, которые проводятся на всех наших общественных пространствах, коих стало уже очень много. Это и набережная, и бульвар. Поэтому с нас активность, помощь, участие по благоустройству, конечно же, и воспитывать своих детей так, чтобы нам не было стыдно потом за наш бульвар, чтобы они относились с любовью к своему городу, помогали этому городу, уважали и любили. Спасибо. Славься и процветай, город Покровск. Спасибо.